Печка потухла уже все. Надеюсь, разгорится. Пока тут ковырялся я с этой дверью, блядь, час потерял. Ладно, работаем дальше. Сидеть некогда. Хотел эту дверь прикрепить, ну наконец-то. Сейчас еще закрыто. Здесь пленкой закроюсь тоже и ночь буду сидеть в тепле. Ни хрена. Потухло все. Надо бересту принести обязательно. Следующий поход. Иначе удачи не видать. Бересту хотел принести, я забыл. Ребят, штатива нету. Крепление на голове. Конечно, не очень так удобно. Но другого варианта нету. Штатива никакого я не взял. Надеюсь, разгорится. Стружки такие. Стружки такие вот. Пока подгонял все это дело.
Блять, потухло. Печка горячая еще. Нагрелась. Ага. Рука чуть-чуть уже выдерживает, но очень горячий еще. Ну, сейчас разгорится. Сейчас, да. Вот это вот куда-нибудь сюда перекинуть. Да, должна разгореться. Короче, я дальше пилю дрова. Вот это закончу и пока хватит. Погреться. Пипец на улице. Ой, как в тундре, блин. Сегодня на туре. Ух, хорошо. Северный ветер сегодня очень холодный. Он оттуда дует. Восход солнца вот оттуда. Поэтому я так сделал шалаш, чтобы на утренней зорьке, где от восхода, лучше видно, как силуэт уток. Вот так. О, разгорелась. Хорошо. Шипит. Шипит. Хорошо. Отлично. Отличненько. Так. Запас дров готовил. На пару охот точно хватит. Пару ночей. Тогда будем смотреть, что дальше делать. Расколоть еще. Несколько полен таких маленьких. Бересту принести. Полностью. Достаточно пока. Так. Хватит. Потом можно ножовка тяжелая там. На охоте, если много охот будет, можно там еще запас дров сделать, приготовить, заготовить. Это пока нам хватит. Достаточно. Мышка, блин. Пускай пока тут будет. Буду уходить вон туда, куда-нибудь спрячу от дождя. Две задачи выполнено. Это заготовка дров, установка двери, обкатка печи, уже 3. Ну и сейчас лапники принесу и столик. Все, потом уже ждем весны охоты. Пошел без лыж, под ногами трещит все. Тут ломается все, блин. В какую сторону идти? Я, короче, ребят, гуляю, наслаждаюсь по насту вот так. Спокойно иду. Такой лес сосновый тут.
Ну, отошел от шалаша примерно на 200 метров. Вон там шалаш. Просто хочется побродить. Чисто побродить. Уже возле деревьев снег он как тает. И я смотрю местами, вижу вот этот... Как же этот, блин, забыл. Брусничные листы. Полезные для почек, для, ну, по болезням, урологии. Брусничные листы — это, конечно, тема хорошая. Если подойдет, организм примет, вот вы выпьете, и если организм примет, то давление не подскочит или еще аллергии не будет. Пейте, даже не думайте там, смело пейте, и курс лечения где-то месяц надо пить. Вот тут они. Вот. Просто вот можете вот так листья собрать, вот так. Можете кустики вот так ломать и просто вот в чайник завариваете, кипятите, и он, знаете, вот вишневого цвета будет такой, настойка такая. И очень помогает при болезнях урологии. Там почки, если что, там шалят, есть. Это уже проверено веками. Раньше я часто тоже пил в тайге. Но сейчас вот как-то ленюсь, не завариваю. В прошлом году я много собирал. Я показывал, как я собирал. Наверное, получается, ветер очень сильный. Получается, я собирал в то время, когда сходил за грибами. Это дело было осенью. Я собирал целый пакет. Начал сушить. И вот эти, как сказать, листочки, вот, ну, я собирал вот так. Просто вот собираешь, вот так собираешь, вот чисто листы. Вот. И я сушил, короче, дома на газете, как сказать. У меня лежали, и они сохли, и эти листья у меня почернели, прям черным-черно стали. Неправильно я высушил, я просто не знаю, как высушить. Лучше, наверное, мы в тайге живем, это сейчас вот целое лето можно вот просто сходить там в лес, собрать, заварить и выпить. А, скажем, на зиму у меня не получилось высушить. Как я не умею, я уже не раз говорил, что я не умею солить грибы. У меня соленые грибы, короче, портятся. Солью, не соль, там соли много ложу, чтобы, скажем, очень соленый стал. И перед едой замочить там лишнюю соль, чтобы вывести. Все равно ни хрена у меня не получается. Вот. Чего не умею, того не умею. А чего умею, показываю и рассказываю. И вот эти листья, я знаю, что помогают организму. И весной еще, может, будет видео, когда побеги сосны будут. В прошлом году я собирал. В этом году вот я через год сказал, что через год я скажу, польза есть, нету от этих сосновых побегов, которые я заварил водку и употреблял при болезни горла. Сейчас вот смело всем рекомендую это сделать. И в эту весну я, если не забуду, я еще буду собирать. И буду видео снимать и выложу, может быть, будни Олега на втором канале. Вот. Блин, и не могу я без болтовни, конечно. Вот. Но реально, блин, что помогает, я всем рекомендую. Это вот сейчас, вот если взять, у меня топор в руках, знаете, ради безопасности взял. Вдруг медведь шатун где. Вот сосна и вот эти побеги, они большие будут, тут даже до 10 сантиметров. И вот это и надо собирать. Ну, у меня есть видео, я не помню, если что, в комментариях напишите, я ссылку вам отправлю, как я собирал. Вроде на этом канале или на будни Олега там канале, не помню, куда я выкладывал. У меня сотни, тысячи фильмов, блин.
всяко разных. Вот так я брожу. Просто вот здесь вот снег держит. Но вон, на буране не поедешь. Вон, смотри. Вот. Человеческий вес вот держит. А когда я вот начинал с дороги заходить сюда, как сказать, у меня вес больше было. У меня еще лишних 20 килограмм. У меня печка и все инструменты. И уже нас этот не выдерживал. Вот сейчас я смотри. О, видели? Вот так вот. Ну, снег растаял уже сейчас. Думаю, блин, самая опасная пора для животных, именно животных, вот скажем, лосей и оленей, вот эта пора уже проходит, когда глубокий снег, они не могут там идти по глубокому снегу, догоняют волки, медведи, их просто режут. А сейчас уже места, ну здесь по колено снега, очень мало уже. Вот. Там река Лымба, тоже хочется, в принципе, если можно сходить на не сегодня, а на весной, может, я пройдусь там, посмотрим, как все будет, если что, буду показывать. Для своих зрителей буду стараться, что возможно. Вот. Потому что мои зрители ждут мои фильмы и просто вообще спасибо вам за ваши просмотры. Я благодарен вам, что цените мой труд. Все старания этого, записи этих фильмов. Много мне хватает всего этого. Конечно же, я понимаю, все понимаю. Я сам, когда ездил, вот скажем, в большие города, я видел людей, какие они на взводе, как бы раздраженные, и суета, бегут, усталые. В метро я на людей смотрел в лицо, людям, какие они с работы возвращаются, на работу едут. И я миллионы, сотни миллионов людей живут и всего этого не видят. Не могут почувствовать запах этого, запах тайги, шум, настоящий шум вот этого ветра таежного. Вот. Хоть так я передаю своим видео все это. И просто они, знаете, вот я уверен, они смотрят и представляют, они вместо меня как бы пытаются ставить себя и представляют, как будто вот сейчас сам зритель ходит. Вот поэтому у нас тут скрипит снег. Но сегодня вот солнышко так немножко уже начало припекать, греет. Но ветер, поверьте мне, ветер очень холодный. Я отошел уже нормально так. Здесь уже тайга начинается. И знаете, я вот не могу остановиться. Мне хочется, бля, просто ходить. Просто ходить. Интересно. Знаете, еще интереснее будет, когда в мае уже прилетят весенние птицы, тихая погода будет. Они поют всю ночь, просто не умолкают, поют. И еще, блин, 10 раз интереснее находиться в лесу, в тайге. Но сегодня шумный лес. Ну, там смотрел, там 12-15 метров в секунду. Там дальше озеро будет, где-то ручей должен быть. Может, тайге и снег не держит, кто его знает. Я, в принципе, смело иду, как бы не проваливаюсь. Бля, я думал на буране еще. Все еще думал, что на буране куда-нибудь. Все, я сейчас почувствовал этот снег. Бесполезно даже думать. Все. Это не вариант. О, это буран не сможет поехать.
Нереально. Смотрите, сколько веток, сухих веток выпадает, ломается. О, бля, смотри. Здесь вот уже, вот в лесу уже не держит, да. В лесу не держит, плохо держит. Да. Нет, ребят, не держит. Но я, знаете, с малых лет охотник. С малых, с школьного возраста, считай, охотник. Таежник, охотник, я смело про себя говорю, но если здесь вот, просто вот сейчас, вот тут, в этом ельнике появится медведь, я реально испугаюсь. Я такой, я боюсь медведей. Не знаю, это когда страх мой пройдет. Но с медведем, блин, встреч очень много. Каждый год, в прошлом году не удалось встретиться. Но каждый год встречаюсь, и все время страх у меня. Здесь снег глубокий и не держит. Вот так. Хорошо, что этот лес еще стоит, не вырубили. Ну, водоохранка может не вырубить. Пипец. Нет, здесь не пройти. Даже где-то ручейно оно вот тут может. Или дорога. Не помню уже. В прошлом году тоже проходил на весенней охоте с ружьем. Да, и в этом году, если все нормально будет, тоже можно пройтись. Тут озеро надо. Блин, вообще снег не держит. Вчера этот знакомым говорил, я еще говорю, собираюсь на Буране. На вторую избу, говорю, съезжу. Он так немножко даже психанул, ребят, поверьте. Он немножко так психанул. Флаг тебе в руки, говорит Олег, давай, иди. Но сейчас я понял, нихуя никуда я не доеду по такому снегу, блядь. Вон. Вот. Красотень. Бля, пакет не взял. Здесь хорошие, между прочим. Листья хорошие. Вот. Я даже просто так могу съесть это. Очень хороший. И от этого ничего плохого не станет. Что ты вот, скажем, траву жуешь, или же вот этот листик. Или же я очень, знаете, очень люблю. Иду и от березовых, эти березовые почки просто закидываю и просто ем. Не знаю, польза есть, нету от этого, но хуже не станет. Но, между прочим, береза самое аллергичное дерево. Аллергию самое большое дает. Это береза. Знаете, когда цветет вот эта береза, как сказать, березовая пыль идет, там не пыль, а как же это называется-то? Ой, блин, как же это? Пыльца, не пыль, а пыльца, березовая пыльца. И вот этой пыльцы очень аллергия, очень у многих возникает там. Знаете, как шумит этот лес. Здесь вот такая, ну, не скажу, что большое озеро, даже не озеро, а какая-то старица, может. Там я проходил. Уже на речку в прошлом году или позапрошлом тоже показывал. А по Насту я ходил туда. Точно. Вот. Сейчас еще вот это съем. Горький, конечно. Но полезный. Это жвачка будет. Просто жую вот. Вместо жвачки и этот. О, очень даже горький, ребят, оказался. Я почки вот этот, как его, от березы ем, но этот-то горьковатый, но лечебный, поверьте. Так, вот смотрите, лыжня.
Здесь всю зиму люди просто ходили на лыжах. Просто ходили. До моста через Лимбу, наверное, до Тудова. Километра 3, наверное, Чили. Ну, примерно так. Хорошо, конечно, гулять, но надо, наверное, идти, продолжать работать возле шалаша, потому что кто знает, блядь, через час может вообще все поменяться. И сейчас уже перестает держать снег. Быстро все меняется, поверьте. Того и бойся, чтобы на голову ничего не упало. Когда в лесу работали, у моего вальщика, я сучкорубом работал, и вальщик, значит, на осине работали, большая осина там, делянка была, осины большие мы рубили, батуристое дерево, и это уже, блин, чуть несчастный случай не произошло, как сказать. Ветка упала на голову через каску, там каску, наверное, даже разбила. Короче, он на больничный выходил, лечился. Такие случаи может быть. Вот тоже вершинки-то всяко разные бывают. Там сухие вот вершинки. Дерево может просто сломаться и упадет на голову. И все, хана. Не, я пойду обратно. Погулял немножко. Вам показал немножко природу. Здорово же. Все хорошо. Ну еще полмесяца и будет охота. Вот. Так что все окей. Тут яма какая-то интересная. Чего эта яма, интересно, образовалась тут? Не просто так эта яма. Вот смотрите, как будто вот что-то здесь копали. Не знаю что. И деревья уже выросли. Вот сушина какая хорошая. Блин, вот такие сушины тоже могут просто на голову упасть. Блин, лучше не смотреть. Скрипит все. Вчера мужики видели, как же эти туры, значит, какой чуща. Журавли. 3 журавля видели. Что-то гусей вроде видели. Уток видели. Но я пока ничего не видел. Вот начну ходить к реке. На будни Олега там буду показывать, рассказывать. Больше информации про весну будет. Так что на обе канала, вот просто на обе канала вы подписывайтесь. Будни Олега тоже подписывайтесь. И в основном, вот скажем, здесь на этом канале может меньше сейчас фильмов будет. Но на будни Олега там фильмов больше. И если не понравится, просто можете пропустить фильмы. Ждите на свой вкус, что вам интересно смотреть. А я снимаю все подряд. Там уже зритель пусть сам выбирает, что ему нравится. Ну здесь вот, чем, как сказать, на пустыре снег лучше держит, а в лесу уже все. Здесь, да, здесь более-менее. Да, крепкий, между прочим. Человеческий вес держит 80 килограмм. Ладно, пошел я обратно на шалаш. Так, что тут у нас? Дверь. Ну вот, примерно так. Так.
Для чего это хорош? Печку надо отодвинуть. Так, а можно, в принципе, и так. Но думаю, там лучше. На середину столик установлю, и уже верняк будет. Будет верняк, что там слева или справа там печка будет стоять. Мешать не станет. Примерно вот до сюда. Видите, какой ветер вообще. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит туч. А где у меня тетка? Ага. Пошел. Дровишка уже подкладывать больше не стану. Так. О, тепло, хорошо. Ну, примерно так. Вот тут еще два самореза. Здесь надо веревку. Так, какую-нибудь проволоку или веревку. И здесь будет столик вот так. В принципе, пока все нравится. Самое главное, чтобы мне нравилось. Это короткий. Печку сейчас можно сюда устанавливать, по желанию сюда устанавливать. Без разницы. Нигде ничего не мешает. Тепло идет от печи. Здесь укрытие еще будет. И чем больше дров, тем больше тепла. Принесу еще дополнительную трубу. И еще вот сюда жестянку одну. И в принципе, думаю, все хорошо будет. Сейчас еще попью чаек и пойдем домой. Здесь бардак посмотреть, ревизию провести, там что есть, глянуть. Тут у нас чучела, там тоже чучела. Эти чучела, наверное, профиля. Сюда тоже подниму. Гуси га-га-га. Тоже сюда подниму. Мало ли там вода будет, поток какой. А потом весной оттуда уберу. Дровишки сюда, наверное, здесь оставлю. И в принципе все окей. Рейки могут пригодятся. Здесь тоже пока оставлю. Ну тут типа сарайчика, чтобы вот все вот такие чучела, там у меня целый мешок еще этих из пенопласта чучела, там манекены, профили из ДВП 20 штук примерно, не меньше. Все это здесь. Пленка. Надеюсь, ничего не упадет. В принципе, я работу закончил. Что еще тут осталось? Сейчас еще столик надо как-то организовать. Чем-то привязать надо, проволоку какую-нибудь. Тут тоже ничего нету. Кругом вода. Хоть этот пол немножко приподнял, да хорошо. В прошлом году в воде и сидел. Там лед. Вот так все выглядит, ребят. В таких условиях и охотимся, но вроде это уже комфорт, это уже благодать. Все сухо. Птичка горит. Сейчас надо погасить печку там. Вынесу еще, вытряхну оттуда угольки. И куда-нибудь тоже вот сюда, может, поставлю. Потому что
Чтоб под дождем ничего не было. Нашел кусок проволоки. Что-нибудь организую, времянку какую-нибудь. Все. Вот тебе и столик, вот тебе и печенье, вот тебе и термос. Пей чай на здоровье. Обмываем новые обновления. Это дверь, это печка, этот столик. Все по кайфу, мне все нравится. Благодать. Горячо. Там полен практически нету. Так, ребят, ну все, наверное, буду собираться. Здесь пока ставлю. Сперва мне надо вынести эту печь, немножко охладить, разобрать и дровишки занести, рюкзак собрать и все остальное. Тут больше делать нечего. Я свою работу сделал. Что запланировал, все готово. Так. Ставлю. Сейчас легче будет идти. Считай, груза меньше. Термос пустой, печка. А потом по ходу буду еще что понадобится сделаю. Мне лично что хотел, что планировал. Самое главное, установили дверь и печку там испытали. Работает. Вот надо еще дополнительно еще надо принести трубу. Ничего уже не осталось. Все чисто.
не влезет. Хоть как. Придется разобрать. Вот так и ставлю. Он железный, с ним ничего не случится. С ним ничего не случится. Все. Тут горячий еще, но все безопасно. Так. Вроде все. Тоже туда. На всякий пожарный. Мало ли там что-то буду делать. Так. Все. Ладно. Тут все нормально. Все нормально. Здесь еще у меня доски есть, если что. Так, ладно, ребят, собираемся. Фу, штормит, блин. Ну вот, в таком виде все оставляем, а потом уже на охоте будем маскировать этот шалаш и будем охотиться. Вот здесь по осени я вот тоже подготовился, скосил, видео было, видели. А сейчас я пойду обратно домой. Скорее бы до опушки леса добраться, блин. Вообще штормит. Вообще сегодня ветрено, очень сильный ветер. О, блин. Где бы пройти? Короче, сейчас налегке я просто лечу. Это когда я сюда шел, потел, блин. Сейчас как будто я без рюкзака иду. Хотя если из дома налегке выходить, скажем, взял топор в рюкзак или еще какой-нибудь буханку хлеба, ты чувствуешь этот рюкзак, ну как будто вот ты идешь и тяжеловато. Вот. Но после 20 килограмм, ну или грубо говоря 15 килограмм, как сказать, ты этот груз оставляешь и берешь, вот только вот у меня, вот скажем, пустой термос, топор и этот ножовка. Я этот вес вообще не чувствую. Мне легко идти. Ну все, вон там наш шалаш. Ждите весеннюю охоту, ребят. Будет, думаю, интересно. Самое главное, чтобы весна такая, ну, бывает разная, что бывает так, что утка проходит мимо из-за холода, из-за ветров, из-за еще каких-то причин. Бывает, охота уже закрывается, охота, как сказать, утки только начинают долетать. Всех разные. Причин очень много. Ну вот. Эти лыжи тоже законсервировать. В этом году уже на лыжах походы тоже закончились. Это был последний поход на лыжах. Все. Очень много ходил в этом году на широких лыжах. Понравились они. Спасибо, Андрей, за подарок. Вот так.
ветрище-то, блин. Прям гнет, как деревья сегодня, вон, видите. Ломает и гнет. Сегодня очень много деревьев свалится. Гнилых. Утром сегодня я, как сказать, перед тем как встать, очень долго думал, идти не идти. В такой ветер. Может отложить на другой день. Блять, невозможно разговаривать. Хорошо, что я сходил и все сделал. Пипец, погода. Блядь, то вижу хрен. Здесь. Вот. Кто его знает, может дальше еще хуже погода будет. Причин море, чтобы не идти. Лучше не откладывать на завтра. Завтра, между прочим, верба. Вербное воскресенье. Я сейчас смотрю, и я не вижу этих кустов вербы. Таких почки вообще еще не открылись. Не знаю, завтра схожу к реке. Может, там будет, соберу. А тут не раскрылись еще они. Вон там мой шалаш. Первый. Там еще дальше шалаш был у меня. Первый там, слева, на большом болоте. Потом сюда я перешел, вон там. Ну, я видео тоже показывал. Уже сегодня не буду туда идти. Там тоже из досок я делал. Потом в прошлом году какой-то охотник там охотился. Ну, попросили, говорит, можно, нет, Олег. Без проблем. Уважаю тех, кто вот без спросу как бы спрашивает перед тем, как что-то взять, куда-нибудь идти. Просто есть такие люди, которые наглые, блин. Наглые, и вот этих людей я вообще, блядь, как смерть, я ненавижу на таких наглых. Не люблю наглых людей. Вот. Любят халяву очень многие. Вот тут вербу я вижу. Вон они. Ну, завтра соберу. Хоть какая будет, но буду собирать. Наверное, у реки все-таки солнце лучше греет. Но, блин, из-за такого холодного ветра верба медленно распускается. Вот такие дела. Фух. Хорошо. Прогулка такая вообще отличная получилась. Ну и монстр, конечно, блин. Это да. Фантазеры, блин. Я уже к переправе подхожу. Скоро уже буду дома. Ну, пока ходили, ничего не поменялось. Только немножко начала грязь там тает. Там вообще открыто уже. Ну и буду заканчивать там. На открытое место не выйду с камерой. Ветер шумы дает. Вот. Такой поход у меня, ребят, получилось. Спасибо вам. Хочу сказать за ваши просмотры. Хочу отблагодарить всех тех, кто бывает отправляет донаты. Спасибо вам за большое. И ждите весеннюю охоту. Посмотрим, все как будет. А завтра схожу я за вербой. И не знаю, что и дальше говорить. Одним словом, все. Будьте здоровы и не болейте. А на сегодня все. Я поход заканчиваю. Тут уже все открыто. Кряхло уже тут буду сидеть.
Ветрище, конечно. Можно рыбачить, в принципе. Лед еще белый. Когда почернеет, опасный лед будет, а это для рыбалки не помешает. Дует ветром меня.